Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, какие вершины вам скоро покорятся, в чем ждет вас победа. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя, так и спросите, какие вершины мне скоро покорятся, в чем ждет меня победа. Если вы настроились, если вы готовы, давайте начнем. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Замечательно. Посмотрите, какая у вас действительно здесь пика прям вырисовалась. Действительно вершина. Вершина. Это стрела. Стрела, которая летит вверх. И нет такой силы, способной остановить движение этой стрелы. Это вы. Это ваш дух. Это ваше желание. Это ваша победа. Действительно, в прямом смысле слова. Смотрите, мои хорошие, здесь много событий. Я буду вам их перечислять, а вы уже понимаете, подходит, не подходит конкретно вам. Если услышали про свою ситуацию, вы согласны с моим предсказанием, не забудьте поставить лайк, чтобы закрепить ваше желание. Смотрите. Для начала, вот треугольник, идет треугольник. Здесь чаша любви, но чаша любви немножечко такая, знаете, подгулявшая. Она клонится то вправо, то влево. Здесь над этой чашей вот змея, смотрите, язык прям выпустила. И есть человечек. Человечек, который, ну, как раб этой ситуации, да, вот нет для этого человечка свободы движения, либо свободы выбора. Это не вы, это скорее ваш партнер. Тот, кто запутался, тот, кто заблудился, либо тот, кого лишили возможности выбирать свое будущее. Здесь 100%, вот прям 100% у кого-то отыграется через магию, человека удерживают, либо там идет какое-то колоссальное давление, колоссальная манипуляция, либо какой-то дикий просто шантаж. Вот понимаете, может быть, человек вам всего не рассказывает, а может быть, вы и знаете, но помочь ничем не можете. Человек тянется к вам, ему очень хочется вот эту лодочку, видите, он в руках держит лодочку, в эту лодочку сесть вместе с вами и уплыть за горизонт, туда, где вы будете вдвоем, и никто не посмеет вас, да не посмеет, не сможет, да, не сможет ни достать, ни потревожить. Смотрите, сила змеи, она в ее голове. Она, понимаете, там какой-то изощренный разум, такой коварный, подлый, который ничего не боится и ни во что не верит. Вот эта ваша соперница, она доиграется, она сама себя обманет. Сама себя, знаете, как змея сама себя за хвост укусит. Знаете, вот в природе есть такое явление, когда змеи сами себя за хвост начинают вот так вот кушать. Да? Вот и здесь такая же ситуация произойдет. Она уже закручивается в это кольцо и начнет сама себя пожирать. Так что, мои хорошие, не переживайте, скоро вашей вражины просто не будет. Обратка пойдет, и она уже идет. Дальше будет только лишь усиление, потому что творить зло и не понести наказание, ну, это так не работает, абсолютно не работает. До поры до времени, знаете, как говорят, сколько веревочки не виться, а конец он все равно есть. Вот и у вашей змеи скоро этот конец придет. Вы знаете, вы добрый человек, вы хороший человек, вы не держите зла. Я бы могла вам посоветовать, но не буду, потому что вижу, что не станете вы этого делать. Ваш путь, он другой, ваш путь, он светлый. Да, путь мученика, но
за это мученичество вас ждет награда, действительная награда. Сейчас ваша ситуация, она патовая. Кажется, что вы проиграли, кажется, что нет надежды. Боль, разочарование, знаете, вот такая серость и туман. Но эта ситуация, она разрешится. Вот этот человек, он вас посадит в эту лодку. И смотрите, от этой лодки идет стрела. Вы с этим человеком будете вместе. И никто, никакая змея, никакая вражина, да и сам черт, да, не сможет этому помешать. Вы заслужили, вы выстрадали эту любовь, и эта любовь по праву ваша. Ваша, вы будете счастливы с этим человеком. Сейчас, возможно, вы мне не поверите, но я вам серьезно говорю, пройдет буквально, вот у вас идет кратно 4 недели, либо 4 месяца, и вы поймете, о чем я говорила. Ситуация в корне поменяется. И вот, допустим, да, вот как я это вижу, вот прям идет информация, идет картиночка. Вы со своим человеком счастливые в обнимочку и даже не вспоминаете о том, вот что пришлось вам пережить, да, либо переживаете сейчас. Это обязательно будет. Вот она стрела, видите ее? Если вы хотите, нажмите стоп, да, и сделайте фотографию, либо принтскрин экрана. Сохраните себе на гаджет вот именно эту ситуацию, где вот мужчина держит лодку и в ней стрела. Видите, да? Сохраните этот рисуночек и держите до момента осуществления. Так, мои хорошие, идем дальше. В чем ждет победа? Здесь какая-то ситуация связана, ну, тоже любовная, да, потому что сердце, но сердце пустое. Либо не получается любовь, да, есть человек, приходит, уходит. Обещал жениться, не женился, да, либо обещал там приехать, не приезжает, мог заблокировать, могут быть какие-то препятствия, могут быть 3-е, 10-е там какие-то обстоятельства, закрытые дороги, самолеты не летают, корабли не плавают, поезда не ездят, да, вот что-то происходит. Любовь, она есть, но ее невозможно реализовать. И это не ваша вина. Вы в ситуации человека, который ждет. А вот ваш партнер туда-сюда, туда-сюда, вот штормит вашего партнера. Смотрите, мои хорошие, я вижу, что вы эту любовь немножечко от себя отодвинете. По какой причине? Да потому что вот ясный сокол летит в вашу жизнь. У вас появится новый человек. Да, войдет как друг, но станет мужем, станет вашей половинкой. Я вам серьезно говорю. Вот этот человек, он как собака на сене, понимаете? Там все блоки с его стороны, со стороны вашего партнера. Там какие-то могут быть и кармические узлы. Может быть, человек сам по себе такой нерешительный. Знаете, вот все, знаете, и туда, и сюда, и тут хочу, и там хочу. Здесь боюсь, здесь не могу, а тут я лучше посижу, подожду. Он вам врет. Вот чтобы вы понимали, вы можете сейчас мне написать 1000 гневных комментариев, но я говорю вам правду. Он вам врет. Причем врет очень часто и без всякого зазрения совести. Когда вы с этим человечком возьмете расход, разбег, вы это поймете. Информация пойдет. Пойдет, и он и сам может проговориться. И вы знаете как? Ну, я не буду врать, да, и вас ждет разочарование. Вот честно, вас ждет разочарование. Но за этим разочарованием, пожалуйста, вот он, ясный сокол летит в вашу жизнь. У вас какая-то сразу вот как-то замена, автозамена происходит. Но кто пишет сообщения, часто знает, да? Автозамена. То есть один вылетает, второй влетает. И вот этот вам по судьбе, вот реально по судьбе идет, чтобы мужем вашим быть, чтобы вместе с вами жить. Так что, мои хорошие, здесь победа в любви однозначно, что по первой ситуации, что по второй ситуации. Потерпите, подождите, все случится, все свершится. Дальше, мои хорошие. Здесь конфликт между двумя женщинами. Одна женщина такая властная, хитрая и такая, знаете, умеет не мытьем, так катанием своего добиваться. Вы по сравнению с ней, ну, такая девочка просто, да, ребенок школьного возраста, дошкольного даже возраста. Похожа на родственницу. Может быть, это не кровная родственница, может быть, это ваша, ну, допустим, да, свекровь, может быть, родственница со стороны мужа, может быть, даже жена, допустим, брата вашего, либо
еще какая-то более дальняя родственница. У этой женщины она либо вами пользуется, либо что-то ваше берет. Вот. Вы вроде как претензии предъявляете, а вы ей одну, она вам сразу там 10 накидывает, плюс еще вас во всех грехах обвиняет. Смотрите, у этой женщины что-то будет происходить именно в ее семье, в ее доме. Какие-то катаклизмы, какие-то неприятности. То есть ее так, конкретненько, знаете, за попу возьмут и начнет подгорать. Вот. И она ничего лучшего не придумает, как прийти к вам, либо попросить вашей помощи. Да? Вот она идет к вам, она говорит, все, бери вот эту пальму, да, вот эту пальмовую ветвь, теперь ты главная, теперь ты победитель, да, но только помоги, не оставляй меня. И вы уже тут, видите, хоть вы и меньше по сравнению с ней, но вы более на высокую позицию занимаете. То есть вы уже будете вершить ее судьбу. То есть вы будете решать, помогать, не помогать, отвечать, промолчать, подать ей руку, либо просто отвернуться. В принципе, это справедливая позиция. Не должны вот такие истеричные люди, хитро сделанные, да, править. Я вижу, что вы очень рассудительно отнесетесь к этой ситуации, вы не будете там кичиться, вы не будете ее тыкать пальцами, либо там чем-то обвинять. Да, вы ей будете помогать. Да, вы ей покажете, что быть хорошим и добрым человеком намного лучше. Мало того, вы станете более авторитетной не только в глазах этой женщины, но и в глазах всех тех людей, которые вовлечены в эту ситуацию. То есть вы из маленькой серой мышки, извините, я не хочу никого обидеть, я просто хочу максимально точно описать ситуацию. Из маленькой серой мышки вы превращаетесь в царевну-лебедь. Понимаете? Вот прям все там смотрят, любуются, у вас там к вам идут и на поклон, и с просьбами, за советом, за добрым словом. Вот такая ситуация идет. То есть в семье, среди родственников, в отношениях, в межличностных отношениях вы становитесь лидером, вы становитесь таким прям авторитетом, с какой-то невероятной репутацией, да, железнобетонной. Все, вот, пожалуйста, победа на ровном месте. Без особых усилий с вашей стороны. Здесь высшие силы помогут. Здесь оно видно. Так, мои хорошие, дальше идем. В чем ждет победа? Победа ждет в каком-то сложном очень деле. В этом деле вовлечено огромное количество людей. Либо как группа людей. Да? Вот это дело, оно то ли какие-то суды, то ли какие-то разбирательства, дележки. Либо, знаете, как много претендентов, да, может быть, на какой-то выигрыш, либо на получение каких-то благ. То есть есть группа людей, не маленькая группа людей, у кого-то больше, у кого-то меньше. И каждый рассчитывает на то, что он должен получить, либо он должен победить. И здесь даже не жребий и не слепой случай. Здесь именно конкретно идет справедливое решение. Будут выбирать вас. То есть, возможно, вам в жизни вообще никогда не везло, никогда и ни в чем. Вы, например, покупая лотерейный билетик, всегда знаете, что ничего не будет, ничего не происходит. Вас никогда не выбирали, вас никогда не отмечали. Вы не привыкли, да, к тому, что вам улыбается фортуна. А тут именно такая ситуация произойдет. Вам не просто улыбнется фортуна, это действительно справедливо. Вот чтобы вам досталось. Вот другому не достанется, а вам достанется. Либо это будет выигрыш в суде, либо это будет справедливая пайка, либо это будет селекция справедливая, когда выберут вас, скажут, да, именно ты. Вот тебя мы выбираем, ты молодец, ты заслужила, ты заработала. Вот таким образом у вас идет победа. Вы станете выше на несколько ступеней, чем те, которые с вами конкурировали, либо вокруг вас находились. Выберут конкретно вас. Неважно, чего касается, важно, что вот в общей массе выбирают именно вас. И этот выбор, он абсолютно справедливый, он честный, он точный, словно бы в аптеке. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь жизнь у человека показана. Жизнь, которую нужно менять. Знаете, очень страшно сделать этот шаг к перемене. Но я вижу, что у ваших обстоятельства жизни, вот какими бы они ни были, у кого-то сложнее, у кого-то попроще, они уже вам базу к переменам подготовили.
Вот у меня идет прям такое ощущение, что вас как будто бы вытесняют с того места, либо с тех жизненных условий, где вы сейчас находитесь. Вы немножко как сопротивляетесь, потому что новое вас пугает. И смотрите как. Вы думаете, вот у вас вроде как вариант есть. Вот вам говорят, вот есть такой вариант, можно там уехать, приехать, что-то сделать, поменять свою жизнь. И вас что-то пугает. Может быть, вы хотели этого варианта, но когда он замаячил на горизонте, вы начали бояться. Но, конечно, перемены, вот самое худшее – это привычка. Когда человек привыкает, там уже, знаете, ко всему можно привыкнуть, адаптироваться, приспособиться. Самое сложное – это менять. Менять, идти вперед, оставлять то, к чему привык, да, и вот новые возможности. Вот и у вас эта ситуация. Я ее здесь вижу. И мне очень тревожно за вас, поскольку у вас, понимаете, вы не желаете вот отпускать то, к чему привыкли. Почему мне тревожно? Потому что вас будут принуждать. Здесь идет победа по принуждению. Высшие силы, в прямом смысле слова, будут вас принуждать к тому, чтобы вы делали эти шаги. То, что есть сейчас, оно будет немножечко сужаться, скукоживаться и омрачаться, чтобы у вас уже никаких сомнений не осталось, и чтобы вы сделали тот самый правильный выбор, да, и тот правильный шаг вперед и в будущее. Ваша жизнь, она поменяется. И поменяется ровно как, ну, не знаю, в сутки, может быть, даже, да, в один день, в один час. Какая-то прямо резкая перемена. Очень похоже, что вы, например, садитесь, я не знаю, там самолет, да, садитесь в самолет, час летите, там, либо там сколько-то часов летите, и вы уже в другой стране, в другой атмосфере, вокруг вас все по-другому, другие люди, другие там правила, условия. Вот выглядит приблизительно так. Это будет. И это за собой понесет не только новую жизнь, но и действительно большую победу в жизни. Ваша настоящая жизнь, она лишь только начнется. Неважно, сколько вам лет. Не цепляйтесь никогда к возрасту. Ваша новая жизнь, она у вас впереди. На другом месте, либо в другом формате, с другими людьми, в другом обществе. Это в вашей жизни произойдет. Чем меньше вы будете сопротивляться, тем быстрее и легче вы это все переживете. Если вы будете сопротивляться, но поверьте, но будут выжимать из тех условий, в которых вы сейчас находитесь. Эти условия, они для вас ничего хорошего не несут. И да, вам даже и опасно оставаться там, где вы сейчас находитесь. Так, а здесь у меня прям репка какая-то нарисовалась. Один человек за собой, смотрите, тянет аж троих. Да, смотрите, вот вы, вот еще один человек, вот еще, видите, все за ручки держатся. И вот этот самый маленький, он там где-то с обочины, да, с обрыва свисает. Репка в прямом смысле слова. Вы за кого-то боретесь. И боретесь вы не за одного человека. Там как-то очень много всех подвязано. У вас уже сил практически не осталось, на исходе. Уже тут и усталость, и апатия, и даже, возможно, какая-то депрессия. Но вы не сдаетесь. Вы все равно ежедневно, ежечасно, ежеминутно боретесь. Вера ваша, она уже там в нолик ушла, а у кого-то к минусу потянулась. Но, чтобы вы понимали, все, что вы делаете, это не напрасно. Вы действительно осуществляете какую-то колоссальную работу. И это будет самой громкой победой из тех, которых вы добивались, либо добьетесь, в принципе, на будущее. Почему? Потому что те люди, за которых вы боретесь, которых вы спасаете, которым вы помогаете, они вам будут благодарны. И каждый по-своему в разные периоды, в разное время свою благодарность вам передаст. Здесь замечательная ситуация. Вот смотрите, да, не напрасные труды, победа большой, дорогой ценой, но при этом, и смотрите, 3 раза вы награду получите. 3. Вот от этих людей, которых вы спасаете. Либо за людей, которых вы спасаете, 3 вы получите награду. Вот, это замечательно. И вас это тоже сделает сильнее, вот чтобы вы понимали. Все, что было потрачено, будет восстановлено и приумножено. Так, подбираемся мы к работе. На работе здесь явно какой-то триумф. Триумф связан либо с конкурентами. Есть у вас конкуренты,
могут быть коллеги, могут быть конкуренты по бизнесу. Такое впечатление, что вы устали бороться. Кажется, что это бессмысленно. Да? Что бы вы там ни предпринимали, конкуренты наглеют, хамеют и пытаются более изощренно действовать. Смотрите, вы их всех победите. Вы еще этого не знаете, вы еще до этого не дошли, а кто-то уже немножечко начинает об этом думать. У вас появится какая-то мега гениальная идея. Идея вашего отличия от них. То, чем вы будете заниматься, либо то, как вы это будете делать, сделает вас абсолютно уникальным человеком. Абсолютно уникальным. То есть повторить ваш успех, либо повторить вашу работу, повторить ваши отношения, подход и прочее качество, это невозможно. Никому не удастся. Жалкие имитации сразу будут видны, да, и это будет просто, как, знаете, и смех, и грех. Вы до этого дойдете. Вы человек мега способный. Вот хотите верьте, хотите нет. Не кривитесь, пожалуйста. Это правда. Но у вас есть один маленький пунктик. Это страх и неуверенность в себе. Вот если вы с этим поборетесь, а вы с этим поборетесь, вас тут жизнь заставит побороться. Кушать же хочется. Денежка нужна. Но тогда надо включать свое серое вещество и вперед думаем, находим свой путь. У вас какой-то уникальный почерк, либо, почерк я имею в виду, ваш стиль, да, вот как вы будете это делать. До чего-то дойдете, но никто не повторит. Ваши все эти конкуренты-недоброжелатели, они отстанут прям просто, не знаю, на 1000 километров от вас. Уже никогда до вас не дотянуться, не догнать. А вы пойдете вперед. Пойдете, добьетесь, получите и будете спокойны. И вот это напряжение, которое есть сейчас, оно навсегда исчезнет. Поверьте, это уже лично ваша победа, лично ваше достижение, основанное на ваших талантах, на ваших способностях и на вашем родовом наследии. Поверьте, это будет самой громкой победой. По крайней мере, понимаете, когда сам для себя сделал, понятно, я молодец. Не забудьте себя похвалить. И вперед, мои хорошие, вперед. Здесь очень хорошие знаки, особенно вот эта стрела. Кто смотрит мои отсыпки, кто со мной давно, кто может вспомнить, когда последний раз видели такое. Я на общих не помню, чтобы нам стрела выходила. На личных видела пару раз, а на общих нет. Так что, мои хорошие, пожалуйста, сохраните себе эту стрелу. И пусть она у вас до поры до времени в вашем телефончике, либо на вашем компьютере побудет. Поверьте, она привлечет, обязательно привлечет. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.